Корь – это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Начинается она с высокой температуры до 40 градусов и кашля. Насморк, боль в горле, конъюнктивит, светобоязнь. Изначально оно похоже на острую респираторно-вирусную инфекцию. Вирус кори легко распространяется при дыхании, кашле или чихании больного человека. Инфекция может вызвать тяжелое заболевание, осложнение или даже смерть. Заболеть корью может любой человек, но чаще всего она встречается у детей. Взрослые тоже склонны к этому недугу, но реже, и переносят они корь сложнее. Все зависит от тяжести заболевания. У кори различают несколько синдромов. Это характерная энантема, это характерные для кори пятна бельского филатового комплика, которые мы отмечаем на внутренней поверхности слизистой щек, который нам говорит, это больной, здесь есть корь. Это интоксикационный синдром, это респираторный синдром. Корь – очень контагиозное заболевание. По статистике, если 10 человек имели контакт с больным, заболевает 9 из них. Больше настораживают осложнения этого недуга. Это может быть трахеит, это может быть ларинготрахеит, это может быть отит, воспаление среднего уха, может быть самое страшное и тяжелое, это, конечно, менингоэнцефалит, мы боимся именно энцефалита при кори. Также достаточно частое явление – это вирусная, она уже получается бактериальная на фоне кори, пневмония. То есть именно бактериальной пневмонии мы тоже часто видим, встречается, и мы боимся это как осложнение. От других вирусных пневмоний кореевую отличают морфология паренхимы легких. Кореевую называют гигантоклеточной пневмонией Гехта. Для недопущения таких ужасных последствий необходима своевременная вакцинация. Специфического лечения от кори нет. То есть только определенная защита, это вакцина-профилактика. Вакцина-профилактика, она осуществляется в две это вакцинация, первая в год, и потом ревакцинация в 6 лет. Конечно, есть случаи, которые дети вакцинированные были, но они заболели. Но это уже наш поствакцинальный наш иммунитет, то есть он у всех разный, все дети по-разному реагируют на прививку. То есть у кого-то хорошие антитела нарабатываются на данный вирус, у кого-то достаточно слабо, и поэтому дети заболевают. Но все равно, как правило, осматривая этих детей, у них намного легче протекает данное заболевание, и оно бывает без осложнений. То есть это прям крайний случай, когда бывают какие-то осложнения именно вакцинированного ребенка. Чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо обратиться к участковому врачу-педиатру. В медучреждениях в наличии все необходимые вакцины, за сроком хранения и температурным режимом которых ведется строгое наблюдение. Поэтому переживать родителям не стоит. Мадина Цора, Султан Булгучев, Новости 24.